Казань в эти дни подводит итоги года культуры. Он оказался богат на события, на звездных гостей. И мы старались не упустить ни одного из них. В этом году телерадиокомпания «Казань» запустила новый проект «В антракте». Это интервью с известными музыкантами, артистами, писателями, деятелями культуры. На Казань глазами участников программы взглянула Полина Кострицкая. Год культуры в антракте нам запомнился в лицах. 33 программы, 33 героя. Известные люди Казани, Татарстана, России и мира. Те, в чью историю творчества оказалась вписана Казань. Всемирно известный пианист-виртуоз Леонид Пташко, участвуя в международном фестивале еврейской музыки в Казани, с удовольствием прогулялся по улицам города. Казань. Я был здесь 2 года назад. И вот за эти 2 года просто город опять куда-то там вышел на новый уровень. Архитектура, дома, чистота на улице. Я говорю, мне хочется здесь гулять. Солист Дортмунд-балета Дмитрий Семенов уже не раз выступал на сцене Татарского театра оперы и балета. И в этом году снова стал участником Нуреевского фестиваля. Казань мне очень нравится. Очень красивый, ухоженный город, чисто на улицах. И что очень приятно, что многие артисты из труппы, которые впервые в России, им очень нравится Казань. Легендарная балерина и балетмейстер Наталья Касаткина этой осенью приезжала в Казань вместе со своей труппой. Театральная Казань и ей известна давно. У вас очень хороший, очень сильный театр, балетный, очень сильная труппа, поэтому мы волнуемся и очень готовимся и надеемся, что зрители нас хорошо примут. «Я хочу остаться здесь жить». Казанцам особенно запомнилась эта фраза Геннадия Хазанова, приехавшего в столицу этой весной. Он дал 5 спектаклей вместе с театром Антона Чехова. Вот эти дни, которые я здесь провел, это какое-то пионерское лето. Счастливое, радостное, беззаботное. Когда ты в любви, когда на тебя направлено такое количество добра, любой человек, как и цветок, распускается. Театральный Татарстан в этом году наполнился лабораториями. Критик Олег Лаевский проводит их по всей России. Ну а театральной Казани у него особое мнение. Я очень люблю спектакли Фарида Бекчентаева, люблю этого человека, просто обожаю. Это замечательный большой художник. Я очень люблю труппу театра Камала, при которой просто преклоняюсь. Игорь Бутман – знаток джазовой Казани. Президент Международного фестиваля современного искусства «Кремлин Лайв». Каждый год он радует казанцев неповторимыми импровизациями саксофона. Казань вообще стала потрясающе красивым городом. Вообще Татарстан расцветает. Много новаторских веяний идет из Татарстана, из Казани. Так что это говорит о том, что здесь люди действительно любят работать, гордятся своей культурой, развивают, так сказать, и современную российскую культуру, и принимают много зарубежную, но также поддерживают и национальную культуру. Любимец публики Сергей Безруков в год культуры посетил Казань дважды. Летом он читал стихи в одном из казанских дворов, а недавно приезжал осмотреть площадку будущих гастролей своего театра. Вернется в Казань он уже в феврале. То, что этот город действительно по внешнему виду, по архитектуре напоминает огромное количество европейских городов. Здесь даже от Питера эти замечательные каналы. Здесь потрясающий Кремль белоснежный, Скул-Шариф. О Казани могу говорить бесконечно. Всемирно известный итальянский тенор Алессандро Сафино – желанный гость во всем мире. Но в своем графике уже в 4-й раз он нашел время для Казани. Поклонницы задарили его цветами, и, выходя на очередной бис в Татарском оперном театре, певец признался – это тот момент, когда он по-настоящему счастлив. Казань, кстати, была первым городом России, где я выступал. Публика в Казани всегда была потрясающая, а город – один из самых красивых в России. Все звездные гости обещали обязательно вернуться в Казань и вновь вписывать свои имена в культурную летопись столицы. Полина Кострицкая, «Столица. Итоги года».